Канализационная вода, которая поступает в Иркутинский ручей Параллельный, сегодня полностью соответствует нормам. Такой вердикт вынес Роспотребнадзор после очередной проверки. Напомним, крупная авария в Заполярном городе произошла еще в декабре прошлого года. Реконструкция очистных сооружений сегодня говорили в Госсовете. Анна Зубрева знает подробности. 3500 километров. Такова протяженность канализационных сетей коммунальной инфраструктуры в Коме. Из них почти половина нуждаются в замене. Это официальные данные регионального Минстроя. Ведомство уже разработало комплексный план модернизации до 2030 года. Вся работа министерства является комплексной, и мы планируем в ближайшее время, конечно, максимально реализовать мероприятия по системе по модернизации системы водоснабжения, водоотведения. Есть и хорошие новости. Канализационная вода, которая попадает в Иркутинский ручей Параллельный, сегодня полностью соответствует нормам. Проверку в один день провели Роспотребнадзор и лаборатория городского водоканала. При этом остается у нас превышение замеров загрязнителя непосредственно на впадании ручья Параллельный в реку Воркута и ниже по течению на 1 километр. Но при этом, опять же, анализируя все данные Роспотребнадзора, мы видим положительную динамику. Ожидаем, что во время весеннего половодья основная вот эта вот вся скопившаяся загрязнитель, он будет размыт. Чтобы проверить, как ресурсники эксплуатируют очистные сооружения, Общественная палата предлагает Минстрою провести в этом году инвентаризацию технического состояния всех водоканалов региона. Кроме того, мы знаем, как с той же Воркутой у нас проблема с тем, что, казалось бы, объект относится к муниципалитету, но тем не менее фактически он находится в частных руках. И эта инвентаризация, она на сегодня также позволит понять и юридическую составляющую наших, по сути, стратегически важных ресурсоснабжающих организаций. Мы все с вами понимаем, что от качества питьевого водоснабжения зависит не просто здоровье, а в прямом смысле слова жизнь населения. Сегодня, считают эксперты, главная задача – понять, в каком состоянии объекты инфраструктуры. Если они в ненадлежащем состоянии, посчитать, сколько средств потребуется для приведения их в нормативное состояние. Анна Зубрева, Роман Бровиков, телеканал Юрган.